Исторический боевик «Булат Батыр» 1927 года часто преподносят как первый татарский фильм. Действительно, название явно указывает на татарского героя. Действие происходит в Казани. Фильм немой, поэтому к языку придраться невозможно. Между русскими субтитрами дважды встречается фраза на татарском языке «Айдагас Казанга», «Кошкамлар» и «Кит хайван». Очень по-татарски. Ничего не скажешь. Главный герой фильма не Булат, а его сын Асфан. Логично было бы назвать фильм «Асфан Батыр». Однако Асфан – царский офицер. Его героизация противоречила бы революционной идее фильма. Ведь события картины разворачиваются на фоне Пугачевского восстания. Царь-самозванец и его сподвижники, в том числе беглец Булат со своим отрядом, отсылали к революции десятилетней давности и совсем недавней гражданской войне. Но как бы там ни было с идеологической подоплекой, «Булат Батыр» – это первый фильм на татарскую тематику с героями-татарами, в том числе с положительными героями. За всю советскую эпоху и период действия Татарской АСР почему-то вспоминаются только два фильма о татарах. Это «Булат Батыр» 1927 года и «Возвращение чувств» 1979 года. Хотя татарская творческая интеллигенция еще до 1917 года мечтала о собственных фильмах. Тем более имелся некоторый потенциал. Несмотря на специфику театральной игры, с немым кинематографом татарские артисты бы справились. Конечно, с созданием татарской автономии они продолжали об этом мечтать. Наконец, в 1926 году Таткино объявило конкурс на сценарий о татарской жизни. В следующем году в Совкино приступили к съемкам татарского фильма. Но фильм «Булат Батыр» в целом сняли без татар. Использовали лишь произведения Абдрахмана Шакирова для киносценария. Партработник из Агрыза принимал участие в том самом конкурсе Таткино 1926 года и выиграл его. Его сценарий был обработан Натаном Зархи и самим режиссером Юрием Таричем. Единственный татарин, который участвовал в съемках в качестве помощника режиссера, это Каюм Поздняков. В дальнейшем он станет кинорежиссером-документалистом. Татары в фильме «Булат Батыр» были привлечены для массовки, но не для главных ролей. Тут постановщики решили довериться московским артистам. Конечно, для ролей татар создатели фильма подобрали очень похожие типажи. Кроме того, в это время для натурных съемок сохранилось много дореволюционной фактуры, и все это добавляет особую ценность картине. Фильм снимался не только в Казани, но и в татарской деревне. Праздник Сабантуй был удачно вписан в советскую картинку в качестве олицетворения мирной жизни трудового народа. Хотя праздновали ли Сабантуй в середине XVIII века – это большой вопрос. «Булат Батыр» смотришь, конечно, не как фильм о 1775 году, а скорее как о 1927, когда были живы и люди, и вещи, и пейзажи той безвозвратно канувшей эпохи. Даже пушка пугачевцев, направленная на двуглавого орла на Спасской башне Казанского Кремля, говорит скорее не о глубокомысленных замыслах ейцких казаков, а о недавнем революционном параде с уничтожением царских символов. Поэтому исторический боевик о пугачевщине историчен, но для другой эпохи. Кстати, создатели картины не стали нарушать исторической правдой хэппи-энд фильма. Асфан и Асьма уходят из кадра счастливые вместе с артиллерией мятежников. Действительно, остановили картину на нужном месте. В реальности Асфана ожидало бы жестокое наказание за государственную измену, а Асьму в лучшем случае за мужество, за нелюбимого человека. Вообще, фигура Асфана самая интересная в фильме. Ребенком его отрывают от семьи, отдают на воспитание военным. Он становится офицером Асфандиаровым. И вот прошло 15 лет. Но за это время выросший в русскоязычной среде Асфан не забыл татарского языка, не стал истинно верующим христианином. И для пробуждения воспоминаний о его татарском происхождении и окончательного осознания, что он сын беглеца Булата Батыра, офицеру нужно было влюбиться в татарскую девушку Асьму. Вот он, основной фактор идентичности, по мнению творческой интеллигенции 1920-х годов. В этом смысле «Булат Батыр» более татарский фильм, нежели современные картины.
Может быть, создатели фильма понимали менталитет татар 20-х годов, готовых на некоторые уступки в рамках классовой борьбы, но не допускавших кардинальных перемен в семейных отношениях. Картина живет и ныне, она доступна для просмотра.